10 августа в Казахстане отмечается День Абая. День рождения поэта официально стал праздничной датой в 2020 году. В преддверии праздника мы предлагаем вам совершить виртуальную экскурсию по залу, признанный миром Великий Абай. Открывает экспозицию генеалогическое древо Абая. Родиной поэта является урочище Жидебай, расположенное у реки Караул в Абайском районе Восточно-Казахстанской области. Классик казахской литературы происходил из аристократического рода биев. Его прадед Ыргызбай был батыром и бием рода Табыкты, в свое время получившим за отважную борьбу с джунгарами благословение самого Абылай-хана. Дед Абая, Аскенбай, был бием того же племени. Отец Кунанбай Аскенбаев служил ага-султаном Каркаралимского округа и управителем Кокше-Табыктинской волости. Мать Улжан происходила из рода Шаншар-Каракесек племени Аргын. Потомку таких славных предков было предназначено судьбой стать беем и правителем, но он распорядился своей судьбой иначе. Жизнь и творчество Абая в определенной мере были обусловлены установками и примерами его прославленного и порой жесткого, но справедливого отца. Кунанбай был влиятельным управителем рода Табыкты и очень образованным человеком. Под влиянием отца сложились такие черты характера поэта, как человечность, целеустремленность, справедливость, гуманизм. Замечательным учителем и воспитателем юного Абая была его бабушка Зере. Будучи большим знатоком народной словесности, она сумела привить своему внуку стремление и любовь к знаниям, поэзии, стала его первым воспитателем и учителем. В 11-летнем возрасте Абай впервые приехал в Семей. Именно тогда он поступил на учебу в медресе Ахмата Резы. Там Кунанбаев обучался арабскому, персидскому и чагатайскому языкам. После он стал посещать русскую школу, много занимался в публичной библиотеке, знакомился с русскими политическими ссыльными Михаэлисом, Долгополовым, Гроссом, Лобановским. И если революционеры обучали Абая русскому языку, то поэт знакомил своих друзей с бытом и культурой казахского народа. В экспозиции есть материалы, повествующие о потомках-последователях Абая. Тесное общение с талантливыми акынами, певцами и композиторами, находившимися в окружении отца, повлияло на раскрытие поэтического дарования его сыновей. Акылбай и Магауя были одаренными поэтами. Акылбай, помимо этого, играл на домбре и на скрипке. Магауя был одним из самых талантливых и любимых учеников Абая. Он написал несколько поэм, среди которых лучшими считаются Медгат Касым о борьбе раба с хозяином-плантатором и Шамиль о борьбе кавказских повстанцев против самодержавия. Продолжил дело Абая и его сын Турагул, писатель и переводчик, оставивший трогательные воспоминания о моем отце Абае. Конечно же, Абай и его окружение не вели личных дневников, поэтому знания о жизни поэта мы можем черпать лишь из трудов абаеведов. Кокбая Жанатаева, Шакарима Кудайбердиева, Ахмета Байтурсынова, Мухтара Ауэзова, Мыржакыпа Дулатова, Алихана Бакейханова, Каюма Мухамедханова и других ученых-абаеведов, чьи труды также представлены в экспозиции. Сегодня именем Абая Кунанбаева названы города, улицы, музеи и театры. Творчество великого мыслителя до сих пор не теряет своей актуальности. Его труды переведены на многие языки мира. Памятники Абаю установлены в центре Москвы, в Ташкенте, в Тегеране, в Каире, а также в Пекине, Будапеште, Рейне во Франции. И это далеко не весь список. Вклад Абая Кунанбаева в сокровищницу мировых духовных ценностей бесценен. Сегодня произведения Абая без сомнения являются достоянием всего человечества, ибо ценности, которые создавал поэт, не имеют границ и не подвластны влиянию времени.